В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Серия поджогов произошла в Нерюнгринском районе. В течение часа огонь вспыхнул в 6 зданиях. Алданские медики, опасаясь микса коронавируса и ОРВИ, всеми силами стараются обеспечить население прививками. Фотографии с очередями в детскую поликлинику Ленска облетели соцсети. Почему малыши с мамами вынуждены ждать врача на улице? В Якутии продолжается программа газификации. До 2030 года топливом обеспечат 30 населенных пунктов. Воспитанники школы искусств в селе Арылах переехали в новое здание. Теперь оно будет соседствовать с детским садом. Синоптики прогнозируют снег, метели, похолодание. В конце программы расскажем о погоде в регионе на ближайшую неделю. Начнем с эпид-обстановки. 97 случаев коронавируса зарегистрировали в Якутии за минувшие сутки. Как сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина, 58 из них выявлены в Якутске, в Мегино-Кангаласском 6, в Мирницком, Нерюнгринском и Усть-Алданском по 4. В Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Намском районах по 3, в Горном и Жиганском по 2 и в Абыском, а также Булунском районах единичные случаи. Столичные случаи чаще связаны с внутрисемейными контактами. Кроме них, большая часть инфицированных приходится на внутрикорпоративные контакты. За что, в очередной раз напомнила Балабкина, несет ответственность работодатель. Это касается всех без исключения, как мелких предприятий, так и крупных компаний. Между правительством, работодателями и профсоюзами была достигнута договоренность о том, что работодатели все отвечают и, соответственно, принимают меры по санитарно-эпидемиологическому благополучию в коллективах. Ситуация, которая возникла вчера непосредственно у нас с компанией «Алроса», показывает на то, что это именно та ситуация, при которой компания в полном объеме является социально ответственной, предприняла все меры и выявила и не дала возможности дальнейшего распространения возможной массовой вспышки на предприятии. Именно такой подход, он должен быть у всех работодателей для того, чтобы они применяли превентивные меры. Тенденция показывает и увеличение инфицированных в сельских местностях. В связи с этим инфекционные койки открывают в сельских медучреждениях Якутии. По словам Ольги Балабкиной, единичные случаи регистрируются практически в каждом районе. На сегодня во всех центральных районных больницах работают инфекционные стационары. Особое внимание уделено ситуации с коронавирусом в селе Усть-Тата Татинского района, где из-за одного прибывшего человека возникла группа семейных очагов. На месте принимаются все необходимые меры для недопущения распространения заболеваемости, а также оказания медицинской помощи пациентам. Свыше 300 тысяч человек получили прививки от гриппа в Якутии. Таким образом, охвачено более 31% населения, привито более 137 тысяч взрослых и свыше 163 тысяч детей. Отмечается, что в сентябре в Якутии наблюдали рост сезонной заболеваемости ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга, циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы и РЦ-вирусы. По информации ведомства, оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Сезонный рост простудных заболеваний отмечается и в Алданском районе. Врачи подчеркивают важность иммунизации. В сложных эпид-обстановках высок риск симбиоза гриппа и коронавируса. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Ринит, респираторные явления, повышение температуры, общее недомогание. Большинству пациентов с такими жалобами ставится диагноз «острая респираторная вирусная инфекция». Осенью рост простудных заболеваний наблюдается ежегодно. Эпидемические пороги мы не превышаем. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, как детей, так и взрослых. К наиболее надежным способам защиты от гриппа относится в первую очередь профилактика. Иммунизация населения началась в сентябре. Самые ответственные граждане уже посетили прививочные кабинеты. Прививки от гриппа получило 84% детей и 52% взрослых от запланированных. Грипп опасен в первую очередь осложнениями. Прививка нацелена на облегченное течение возможной болезни и минимизацию риска осложнений. Год от года доверие населения к вакцинации возрастает, однако отказы от иммунизации имеют место. Кроме того, в условиях пандемии степень бдительности граждан снизилась, уменьшилась и доля опасений.
Население перестало соблюдать абсолютно масочный режим, в том числе имеется грубейшее нарушение в магазинах, крупных торговых центрах, на что обращено внимание оперштаба. И с прошлой недели начались усиленные рейды. В этом году иммунизация от гриппа обретает особую важность. Ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции остается напряженной. Ежедневно в Алданском районе выявляются несколько случаев COVID-19. В стационаре находится 53 человека, в провизорном отделении ждут результатов лабораторных исследований 15 человек. Обсерватора, к сожалению, у нас на сегодняшний день отсутствует. Мы также с оперативным штабом решаем этот вопрос о развертывании обсерватора. В сложных эпидемиологических условиях необходимо помнить о высоком риске двойного инфицирования. Повышенное внимание медики уделяют просветительской работе. На разъяснение и убеждения врачи и вакцинаторы времени не жалеют. Человек может заболеть и 2, и 3 вирусами одновременно, если не имеет к этому иммунитета. Для этого и проводится вакцинация. При вакцинации от гриппа это будет протекать менее тяжело, чем если бы человек заболел одновременно и гриппом, и коронавирусом. Обязательной вакцинации подлежат школьники и воспитанники детских садов, а также категории взрослых граждан, относящихся к группам риска. Это в первую очередь сотрудники медицинских, социальных и образовательных учреждений, работники жилищно-коммунальной сферы, а также специалисты торговых и транспортных компаний. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Алдан. На прошлой неделе соцсети облетели фотографии с огромными очередями у дверей клиники матери и ребенка города Ленска. Большой поток в клинику образовался из-за массового выхода с карантина детских садиков. Были ли готовы врачи к такому количеству пациентов и почему дети в ожидании приема стояли на улице, выясняла наш корреспондент Анна Кожевникова. Приходите к нам лечиться или заболевать по новой. Родители детей, пришедших за справкой в детский сад или школу, были ошеломлены тем количеством пациентов, таких же, как они, и многочасовыми очередями. Причем очередь начиналась уже в регистратуру. Когда приходишь в регистратуре, всегда большие очереди. Приходится подолгу сидеть, и очень много времени на это личного уходит. То есть, конечно, и недовольство. Люди начинают конфликтовать друг с другом. То есть, ну и если, допустим, приходишь с ребенком, дети, хоть и ситуация такая обостренная сейчас с этим вирусом, маски лежат у них под диванчиками, они их путают, потом для чего они вообще как бы нужны, тогда непонятно. То есть... А некоторые ожидали вообще на улице возле клиники матери и ребенка. Дверь была заперта изнутри. На эту тему прошло немало дискуссий в городских соцгруппах, различных мессенджеров и соцсетей. Возникало очень много вопросов в Инстаграме, почему мы закрываемся в обеденный перерыв, почему детишки у нас ожидают вместе с мамами на, скажем так, в осеннюю уже холодную погоду. Я могу сказать так, что действительно, после такого наплыва нужно обязательно продезинфицировать, провести все санитарную обработку. И мы закрывались именно только на этот период. Что же касается самих очередей, до 17 сентября осмотр детей и выдача справок в детские сады был организован непосредственно в дошкольных учреждениях. Однако целых 3 детских сада находились на ремонте, но и многие родители вернулись из отпусков после 17 сентября. А к этому времени уже и врачей в поликлинике стало мало. Очень многие родители игнорировали масочный режим. В связи с этим у нас заболели и медсестрички, и заболели доктора. То есть из 4 докторов у нас осталось всего 2. Но несмотря вот на такой период, они не только обслуживали детское население в 2 смены, 2 педиатра, но и тем не менее они еще и обслуживали ВЗВА и обслуживали патронажи новорожденных. Жизнь все-таки у нас продолжается. Так, каждому педиатру вместо 20 положенных по плану приходилось принимать по 40-60 детей. В день поток по 200-300 человек, а когда вместо 6 врачей работает 2, нагрузка распределяется на них. Сейчас решена проблема с выдачей справок здоровым детям. Их принимает отдельно врач. Однако ленчане отметили еще один недостаток в работе клиники. У меня вот знакомая, и много кто, вот люди жалуются. То есть она звонит утром, вдруг ребенок заболел, вот так вот нужно вызвать врача, туда невозможно дозвониться просто. Они просто не берут трубку. Что же касается заболеваемости, большой вспышки не наблюдается. Но по сравнению с весной количество больных ОРВИ возросло. А вот коронавирусной инфекцией переболели немногие. Осмотр и лечение этих пациентов проходит на дому. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Ночь с 4 на 5 октября для нерюнгринских пожарных выдалась по-настоящему жаркой. В городе произошла череда возгораний. В интервале с 2 до 3 часов ночи загорелись 6 домов по улице Южно-Якутская, Пионерская и Чурапчинская. С подробностями Екатерина Павлова. Основной версией по расследованию причин возгораний сегодня, конечно, считается поджог, так как одновременное возгорание 6 домов в течение часа по нарушению правил пожарной безопасности кажется немыслимым. Все дома были многоквартирные, деревянные, двухэтажные. В каждом доме деревянной застройки установлены датчики автоматической пожарной сигнализации. Благодаря этому факту пожарно-спасательные подразделения смогли отреагировать на вызовы в кратчайшие сроки. И что самое главное, это позволило избежать человеческих жертв. К тушению привлекалось 78 человек и 20 единиц техники. В результате эвакуировано 42 жильца. Площадь пожаров составила от 1 до 15 квадратных метров по 5 домам. А в жилом доме по улице Пионерная, 7 площадь пожара составила 250 квадратных метров. Естественно, пострадали квартиры. Значит, по Южно-Якутской пострадало 6 квартир, по Пионерной пострадало 7 от пожара и 8 сильно залили. Сегодня уточняются списки пострадавших для оказания адресной материальной помощи. В настоящий момент восстановлена работа инженерных сетей по домам с наименьшим ущербом от пожара по улице Чурапчинской. Работы сегодня должны быть закончены по Южно-Якутской 15. И очень длительная деятельность придется провести нам по инженерике, по восстановлению инженерных сетей на Пионерной 7. Сейчас решается вопрос о том, чтобы эти инженерные сети закольцевать по второму подъезду, дабы обрубить, отрезать третий подъезд, чтобы мы смогли хотя бы в зиму существовать, дом, оставшиеся квартиры могли существовать. В настоящее время проводятся дознания по данному преступлению. По вопросу предоставления маневренного жилого фонда в администрацию обратились 2 семьи. Другие пострадавшие, нуждающиеся в жилом помещении, также могут обратиться в администрацию, так как процедура носит заявительный характер. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сейчас короткий блок рекламы. Смотрите далее в программе. В Якутии продолжается программа газификации. До 2030 года топливом обеспечат 30 населенных пунктов. Воспитанники школы искусств в селе Арылах переехали в новое здание. Теперь она будет соседствовать с детским садом. Синоптики прогнозируют снег, метели, похолодание. Расскажем о том, какая погода ждет регион в ближайшую неделю. Это итоги дня. Продолжаем программу. Законопроект о бесплатном предоставлении земли в арктических регионах внесен в правительство России. Речь идет о внесении поправок в федеральный закон о дальневосточном гектаре. Планируется, что право на получение участков в первые 6 месяцев действия закона на территории Арктики будут иметь граждане, зарегистрированные в этих субъектах и муниципальных образованиях. По истечении 6 месяцев такое право появится у любого гражданина России. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет. А затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Площадь всех выданных дальневосточных гектаров сопоставима с размером Самары. Более 85,5 тысяч человек получили участки по федеральной программе. Общая площадь 60 тысяч гектаров. По данным Агентства по развитию человеческого капитала, на Дальнем Востоке и в Арктике чаще всего участки используют для строительства жилья. Это почти 43%. Занятия фермерством около 37%, бизнесом 10% и для реализации туристических проектов 7%. По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более 100 новых населенных пунктов в макрорегионе. Газ проведут в 30 населенных пунктов западных и южных районов Якутии до 2030 года. Работы проведут в рамках соглашения с ПАО «Газпром» по программе развития газоснабжения и газификации. Об этом сообщил замминистра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин в ходе прямого эфира в социальных сетях. По его словам, в планах продлить соглашение с ПАО «Газпром» до 2030 года. Газификация потребует порядка 13 миллиардов рублей. «Газпром» направит 9 миллиардов из бюджета республики. На эти цели выделят около 4. До 2025 года газ проведут в 21 населенный пункт. 3 в Ленском, 10 в Алекминском, 6 в Алданском и 2 в Нерюнгринском районах.
Новая детская школа искусств открылась в Арылахе, а если быть точнее, переехала в новое здание. Теперь она будет соседствовать с детским садом. Местные жители и их дети, кто тесно связан с творчеством, ждали этого события 4 года. Просторные светлые аудитории и свежий ремонт, когда дети смогут взяться за музыкальные инструменты или встать к новому станку, расскажет Анна Брянская. Якутскому народному ансамблю «Аллегро» уже 10 лет. Многие из девушек занимаются танцами почти с его зарождения. В небольшом северном поселке каждый второй ребенок занимается тем или иным творчеством – танцами, музыкой, изобразительным искусством. Новая школа стала для ребят настоящим подарком к новому учебному году. В новой школе у нас стали места больше, новые станки. А места больше стало в 6 раз. В старом здании было чуть больше 100 квадратных метров. Теперь в распоряжении детей и педагогов почти 700. Чтобы переоборудовать часть здания, Мирнинский район выделил субсидию некоммерческой организации «Алмазик» в 12 миллионов рублей. Около 4 лет назад мы ощутили, что по детскому саду в селе Арылах у нас есть проблемы с заполнением детьми. Пустовали помещения. Очень было жалко и обидно, что такие хорошие помещения остаются без внимания. Здесь расположились и костюмерная, и класс изобразительного искусства. Мольберты уже ждут своих художников. Так же, как и в музыкальном зале новые инструменты, а в танцевальном – балетные станки. Пока официальная делегация прогуливалась по новым классам, Аян Семенов не упустил возможности и присел за новое фортепиано. Инструментом 11-классник увлекается 8 лет. Для него переезд в новое здание – значимое событие. Со старым зданием я жил по соседству, из окна был вид. Здание было не в очень лучшем виде и не соответствовало некоторым требованиям. Классы были очень маленькие, а сейчас тут намного больше места и достаточно больше оборудования и возможностей будет. На сегодня в детской школе обучается 115 детей. Теперь здесь смогут принять еще больше воспитанников. Пока взять в руки инструмент ребята не смогут. До 30 октября по всей республике продлили режим самоизоляции. Но они уже в нетерпении хотят зайти в эти светлые классы и начать творить. Анна Брянская, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». В Якутии продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Суть программы в том, что жители путем голосования сами решают, что необходимо построить для общего блага в их населенном пункте. Часть средств выделяется из госбюджета, часть предоставляет муниципалитет. Обязательные условия – в строительство желаемого объекта должны вложиться и сами жители. Один из таких проектов – это строительство мостового перехода в 203-м микрорайоне столицы. На открытии сегодня побывала Юлия Михайлова. Который год здесь хожу, здесь был старый мост, да? А у меня нога болит, туда спускаться, выходить, а зимой еще это очень скользко бывает. Очень рад, увидев этот новый, красивый мост. 5 лет жителям новостроек 203-го микрорайона приходилось добираться до ближайшей автобусной остановки, да и вообще в город, преодолевая глубокий овраг. На смену шаткой деревянной конструкции пришел новый легкий металлический мост. Его строительство так долго добивались жители микрорайона. Сама сумма проекта у нас 2 миллиона 850 тысяч рублей, но по итогам аукциона было снижение суммы 1 850 тысяч рублей. Львиную долю в проект порядка 1,5 миллиона рублей вложил госбюджет. Еще 150 тысяч изыскали в городской казне. Вложились и застройщики микрорайона. Я считаю, это очень хороший результат совместной работы и народной инициативы в первую очередь. Главное условие программы поддержки местных инициатив – участие самих жителей территорий. Часть проекта финансируется из кошелька инициаторов проекта. Сегодня мы все стали свидетелями, как наши идеи, наши инициативы могут воплощаться в жизнь, если мы все сплачиваемся, если мы объединяемся, если мы ведем конструктивный диалог с нашей властью, они видят и слышат нас. Конструкция получилась легкой, вполне вписывающейся в городскую среду. Теперь перейти овраг смогут с легкостью и люди с ограниченными возможностями, и мамы с колясками. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, телеканал Якутия-24. Завтра на западе республики ожидается снег с усиленным ветром. Уже с четверга атмосферные процессы перестраиваются на зимний лад. Ожидается значительное понижение температурного режима по всему региону. Прогноз погоды и мнение экспертов подготовила Виктория Федорова. Якутия
Якутия постепенно перестраивается на зимний лад. Снег, сопровождающийся порывистым ветром, прогнозируют завтра на западе Якутии. В южной и центральной части в эти выходные также ожидается пасмурная снежная погода, что поспособствует образованию гололеда на дорогах. С четверга атмосферные процессы перестраиваются на зимний лад. Ожидается понижение температурного режима. В выходные дни с выходом с южного циклона в южных и центральных районах ожидается пасмурная снежная погода. Установятся благоприятные условия для гололедицы. Будьте осторожны на дорогах. Согласно исследованиям межправительственной группы экспертов по изменению климата, действующей под эгидой ООН, среднегодовая температура воздуха в Якутии за последние 50 лет выросла на 3 градуса. Это подтверждают и все метеостанции, где есть продолжительный ряд наблюдений, которые охватывают хотя бы последние 70 лет. То есть то потепление на 3 градуса, о котором я только что сказал, да, оно связано как раз с более мягкими зимами. Мы сами это наблюдаем. Количество таких холодных зим стало меньше. То есть это увеличение январской температуры на 5-6 градусов примерно в среднем. Действительно, в последнее время сократилось количество холодов. Эти изменения погоды ощущают в первую очередь сами якутяне. В основном на термометрах стабильно держится 35-45 градусов в течение почти всей зимы, тогда как раньше нормой была температура ниже 50. Вот это неизбежный процесс. Дело в том, что климат даже в каком-то конкретном месте, вот в одной точке, да, он никогда не связан с условиями и процессами, которые происходят в этой точке. Вот. Это всегда что-то гораздо более глобальное. Здесь, на территории Центральной Якутии, борются между собой сибирский антициклон и разные циклоны, которые могут приходить либо с севера, то есть арктические циклоны, либо с Охотского моря. Не исключением станет и этот год. В Якутии уже в первые месяцы зимы ожидаются температурные аномалии. Синоптики предполагают, что на северо-востоке республики будет необычно теплый ноябрь. Также и декабрьская погода ожидается теплее обычного. Но стоит помнить, что погода – явление непредсказуемое и может удивить нас еще не раз. Как говорится, синоптики предполагают, а природа располагает. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. Это были главные события вторника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Спасибо за внимание. До свидания.